Сохранить для будущих поколений. План реставрации башенного комплекса НИИ разработала одна из ведущих архитектурных компаний Санкт-Петербурга. Перед проектированием было проведено лазерное сканирование объектов культурного наследия, обследование общего конструктивного состояния кладки, а также проведен отбор и анализ различных проб. Все это для обеспечения максимального качества проводимых работ. Напомним, уникальный проект по сохранению культурного и исторического наследия нашего народа реализуется по договоренности главы Ингушетии и благотворительного фонда «Сафмар». Первые результаты превзошли все ожидания. В этом убедилась моя коллега Лейла Ахриева. Башенный комплекс НИИ расположился на скале, словно показывая свое величие и неприступность. Это один из первых объектов, с которого началась реализация масштабного проекта при поддержке благотворительного фонда «Сафмар». План реставрации 4 боевых и 2 жилых башен был разработан в 2022 году. По словам представителей подрядчика, менее чем за год выполнен большой объем работ. Работа была в данном комплексе. Мы здесь восстанавливали 4 боевые, 1 полубоевую и жилую башню в прошлом году. Мы, в принципе, успешно закончили работу. У нас этот комплекс даже был выставлен на конкурс. Мы получили диплом за эту реставрацию. Расположение древних построек существенно усложняет проведение реставрационных работ. Но это не препятствие для настоящих профессионалов. Помогает и специальное оборудование, которое позволяет увидеть каждую трещинку, даже внутри башни, и воспроизвести это в специальной программе. Здесь есть еще порядка 7 башен, которые можно отреставрировать, поэтому надеюсь, что это будет 3-й этап для данного комплекса. Соответственно, мы очень плотно работаем с компанией «Сафмар», встречаемся с ее представителями и в Ингушетии, и в Москве. И за последние полгода было разработано несколько проектов, часть из которых реализуется в данное время. Специалисты в разных областях трудятся над сохранением нашей общей истории. Каждый из них предварительно прошел аттестацию в Министерстве культуры России. План реставрационных работ разработала одна из авторитетных архитектурных компаний Санкт-Петербурга. Практически закончены работы на комплексе Морч и комплексе Харпе. Ждут реставрации сделанные и согласованные проекты по части башен из комплексов Пялинг, Пуй, Лялах, Кели, Дошхакле. И, соответственно, сделаны проектные работы. Это было сложно на Вовнушке и Тхаба-Ярды храм, хотя я все-таки считаю, что храм реставрировать рановато, потому что еще нужно время для его изучения. Команда состоит из 3 групп. Конструкторы, технологи, которые отбирают пробы камня, раствора, грунта и отвозят их в лаборатории Санкт-Петербурга, где материал проходит необходимые испытания и анализы. Установкой техники и оборудования занимается отдельная группа специалистов. Все работы проводятся в рамках соглашения руководства республики и промышленно-финансовой группы «Сафмар». В первую очередь реставрируются замковые сооружения, наиболее пострадавшие от времени и погодных условий.